Сау нас Айдарага. Çok sağ olun Айдарага, çok sağ olun Гульсум и все наши дорогие сотрудники, команда телеканала АТР. Телеканал АТР — это однозначно душа и сердце нашего народа. И каждый раз, когда мы говорим про телеканал АТР, мы вспоминаем тот момент. Для нас это самый большой культурный прорыв для каждого крымского татарина, где бы он ни проживал на тот момент, когда появились первые, да, радио Мейдан, телеканал Ляле, телеканал АТР. Это надежда, вера вообще в будущее нашего народа и огромный культурный прорыв. В то же время, когда снимался фильм «Хайтарма», вот это все самые важные моменты нашей жизни, самые дорогие моменты для нас. Мы проживали вместе с вами, это сделали вы, это сделали все сотрудники, которые работают над огромным количеством передач исторических, культурных, образовательных. Вы для нас все. Мы абсолютно разделяем все ваши мнения, все ваши переживания. И хочу сказать сегодня, да, когда снова борьба, пускай никто не сомневается, крымско-татарский народ, он очень сильный. Мы это проходили и когда были в депортации, и когда возвращались. И на разных встречах я рассказывала о том, что это не только после 2014 года. Даже когда мы были все в Крыму, при украинском Крыму, я хорошо помню, как открывались крымско-татарские классы и школы, как брали на работу крымских татар в органы госслужбы, например, как помню, как меня брали, да, то есть нужно было пройти все инстанции. Если обычного не крымского татарина брали на работу просто так, то крымского татарина нужно было пройти все инстанции. Анифе Ханым, Мы это Анифе все Ханым, переживали. давай, секундочку, давай уточним просто всем, чтобы понимали. Речь идет, вот о чем, она, запомни, на чем-то остановилась, о чем говорит Анифе Курситова. Речь идет о расовой национальной дискриминации в Европе в конце 20 века, которая длилась ровно, ну, при той домоданной Украине, это была реально расовая дискриминация. Она вот о чем рассказывает Анифе. Это было до победы Майдана, а потом началось то, что началось, и оккупация, и так далее. Продолжай, пожалуйста. Я хочу сказать, что и тогда в Крыму, и сейчас в Украине очень много людей, не понимающих вообще суть вопроса нашего, не понимающих, кто такие коренные народы, за что мы боремся, какие права отстаиваем. То есть люди абсолютно лишены вот этих всех пониманий, и они не хотят, не стремятся. Как мы боролись до 2014 года в Крыму, мелкими-мелкими шажками шли и продвигали свою культуру. Точно так же многое сейчас и в Украине. Я могу очень также долго рассказывать, как тут мы добивались, да, возможности открытия детского крымстарского центра и дальнейшей поддержки, сколько кабинетов мы прошли и сколько нам пришлось объяснять, что для чего мы это делаем. Крымско-татарский народ — это коренной народ Украины. Права языка закреплены. То есть это все равно не понимают даже чиновники с департаментов образования. Мы очень много прошли разные борьбы и рассказывали про это. И слышали про то, что в Украине очень много национальностей, в Украине очень много разных народов. Но крымские татары — это не разные народы, у нас нет своей страны. У нас есть государство Украины, и мы коренной народ этой страны. Хочу сказать, что несмотря на все эти тяготы, наш детский центр работает. Несмотря на что нет финансирования, из 10 учителей только нескольких взяли наши на работу, и каждый раз упрекается. Но хочу все равно вернуться к позитиву. Смотря сейчас ваш марафон, каждый день я вижу огромное количество украинцев, людей других национальностей, которые стали на поддержку телеканала, а значит и на поддержку прав крымстарского народа. Точно так же, как и нашу организацию, несмотря на разного рода деструктивной работы чиновников, есть очень много организаций, которые звонят и говорят: мы хотим вас поддержать, давайте мы что-то вместе делаем, давайте крымстарский курс по языку истории будем проводить в других школах. То есть
С момента выпуска нашей книги по истории Крыма к нам обратилось очень много организаций, университетов, музеев, ну, в общем, очень много людей, организаций, которые захотели, чтобы мы рассказали про курсы, захотели, чтобы мы привезли книгу. То есть на фоне вы возле и нас, и вас все равно объединяются люди. Они начинают понимать... Извини, пожалуйста, просто новость пришла. Хочу вопрос тебе задать. Скажи, пожалуйста, вот в издании этого учебника уникального помогало ли Министерство по реинтеграции оккупированных территорий? Нет. Это была наша идея. Несколько лет мы работали над этим проектом. Его поддержал Украинский культурный фонд. Также я была очень много раз с этим проектом в Министерстве образования. Также были положительные отзывы. Более того, замминистра дал очень хорошую рекомендацию Украинский культурный фонд. И еще один момент подчеркну. Ни одного раза не было никакой цензуры. То есть никто нам не говорил, измените какие-то статьи в книге, поменяйте. Нет, абсолютно. Была очень хорошая, конструктивная работа с Украинским культурным фондом. А такой вопрос, Анифе Ханум, а вот Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий приглашало организацию Крым Айлес, которая внутри своей организации обучает детей крымстарскому языку, к разработке концепции по развитию и популяризации крымстарского языка? Дело в том, что было одно собрание в Меджлисе крымстарского народа, где так меня пригласили. Это было первое прозно-ознакомительное собрание, в котором у всех спрашивали мнение, и все. Больше нигде мы не участвовали. И у меня в последнее время очень много журналистов спрашивают о концепции. И я честно говорю о том, что мы не принимали участие в этом, но на данный момент мы готовим свои предложения от нашей организации. И уже хочу сказать, что мы уже, знаете, устали ждать, когда государство нам что-то решит. Точно так же, как учебник по истории. Да. Сейчас наша организация работает над учебными пособиями по крымстарскому языку для детей. 2 уровней. Это просто невероятно. То, что вы делаете, это невероятно.